Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев на днях побывал с рабочей поездкой в Ошской и Баткенской областях. Премьер-министр принял участие в церемонии открытия системы водоснабжения и школы, рассчитанной на 320 ученических мест, а также проинспектировал ход строительства детского сада, завода по производству шифера в городе Кызылкия и завершенным строительством дороги Котормо-Акбулак-Кыргызата. Вместе с этим он принял участие в открытии парка Акниет в городе Ош. Подробности рабочей поездки Абылгазиева в следующем материале. Свою рабочую поездку глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев начал с открытия школы имени Саты Токторова в Нокатском районе Ошской области, которая рассчитана на 320 ученических мест. Сейчас перед нами стоит задача повысить качество образования, чтобы наши дети стали высококлассными специалистами в будущем, способными приносить пользу семье и государству, сказал премьер, выступая перед собравшимися. На открытии нового учебного заведения подарили компьютеры. Анан мен ушул куттуу үйүбүздү ачаарда мектептин директорунан баштап Только образование ведет к личностному росту и развитию, способствует снижению бедности. Мы должны добиться того, чтобы ученики сельских школ становились победителями олимпиад. И в этом большая роль учителей. Мотивируйте детей, развивайте. Вводите современные подходы и инновации в обучение. Для этого создаются все необходимые условия. Следом же премьер ознакомился с завершенным строительством автодороги Котормо-Акбулак-Кыргызата. Сметная стоимость составила 20 миллионов сомов. Согласно плану правительства, работы по развитию инфраструктуры отдаленных регионов идет полным ходом и будут продолжаться в дальнейшем. 22-23 жылга чейин айылдардын баарына асфальт жол кылабыз атабыз. Мектептин баарын бүтүрөлү деп атабыз. Жана суу катышуунун да маселесин чечилди деп атабыз. Таза суунун да маселесин чечилди деп атабыз. Непременно вода – это источник жизни. Так, в сельском округе Кыргызата была построена и введена в эксплуатацию система питьевого водоснабжения, благодаря которой свыше 20 тысяч человек обеспечены чистой водой. Для этого в данном округе проложили более 70 километров труб. Сейчас ведется большая работа над тем, чтобы в каждом селе был доступ к чистой питьевой воде, заявил Абылгазиев. Вода – это источник жизни. В рамках программы «Тазасу» при содействии Всемирного банка и Исламского банка развития успешно реализуется масштабный проект, охватывающий 117 сел Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской и Джалабадской областей. Проект, который оценивается более 94 миллионов долларов, будет реализован в 3 этапа. В 2018 году было завершено строительство системы водоснабжения в 17 селах. Ну а в 2019 году при финансировании Всемирного банка решится вопрос доступа к чистой питьевой воде еще в 10 селах. Не остались и без внимания объекты промышленности. Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с ходом строительства завода по производству шифера в Кызылкие. Ожидается, что он заработает в первом квартале 2020 года. На предприятии будет применяться местное сырье. Его проектная мощность составит более 3,5 миллиона шифера в год. С вводом в эксплуатацию завода на нем будет создано 120 рабочих мест. Так, премьер дал местным органам власти ряд поручений по оказанию поддержки и содействию предприятию. День города южной столицы страны, города Ош, глава правительства принял участие в церемонии открытия парка Акниет. Он расположился в микрорайоне Кулатов. Площадь парка 850 гектаров. Его построили за счет местного бюджета. В будущем планируется расширить границы этой зоны отдыха до района Актилек. Премьер поздравил горожан с праздником и выразил надежду на то, что парк станет излюбленным местом местных жителей. В последнее время в городе начали строиться заводы и фабрики, другие промышленные объекты. Это отрадный факт. Облик Оша тоже меняется. Появляются новые красивые здания и парки. Аэропорт Оша улучшил инфраструктуру. Город должен быть идеальным для горожан, в котором будут созданы все условия для комфортного проживания. Большое количество детских садов, школ, парков для отдыха. Для государства важно развитие и процветание Оша, чтобы у города с богатой историей была сильная и развитая экономика.
Также глава правительства ознакомился с работой отдела единого окна Орского регионального управления по градостроительству и архитектуре. Ему презентовали механизм работы системы. Бюрократические процедуры приводят к потере времени и вызывают недовольство у граждан. Простые граждане, предприниматели не должны испытывать неудобств при получении каких-либо документов. На это направлена большая работа государственных органов в рамках цифровизации государственных услуг. Также в рамках поездки глава правительства проинспектировал ход строительства социальных объектов, поручив обеспечить качественное выполнение всех строительных работ, а также отметил важность использования отечественных стройматериалов при строительстве и отдельных работах. Джибек Шашембиева, Нурдан Сергеев, Пирамида.